Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Редких журавлей выпустили в охранной зоне Ханкайского заповедника. Иркутский зоопарк приютил 3 осиротевших медвежат. Путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев прибыли в Якутск. В понедельник 2 самых редких в бассейне Амура журавлей выпустили в охранной зоне Ханкайского заповедника. Их выходили в центре реабилитации «Тигр» в Приморье. Одну из птиц местные жители спасли летом 2020 года в Ленинском районе Еврейской автономной области, когда ей было всего 1,5 месяца. Вторую птицу привезли в центр около месяца назад. Журавля назвали «Квотер». Птиц решили выпустить вместе, потому что в этом случае они, скорее всего, и дальше будут держаться вместе и помогать друг другу. Теперь около недели за птицами будут наблюдать, чтобы удостовериться, что они адаптируются к вольной жизни. В момент пика миграции очень важно выпустить журавлей в то место, где проходит пролет. И чаще всего в гнездовом ареале, чтобы они там смогли соединиться с другими журавлями, адаптироваться к ним, влиться вот в эти небольшие группы, потому что неполовозрелые птицы создают между собой вот такие небольшие группы, пока они не создали пары. И дальше вместе перемещаются, как-то вместе живут, кормятся вместе. От этого очень сильно зависит их дальнейшее выживание. В рамках проекта Маргариты Поповой «Кындыкан» успешно стартовал фотопроект «В поисках Кындыкан». Так якутский фотограф Сергей Шарин запечатлел в своем объективе более 30 лиц со стойбищ и оленеводческого поселка Тополиное Тампонского района. В кадр попали все поколения оленеводов-эвенов. На сегодняшний день Маргарита планирует проехать по Якутии и собрать портреты всех 6 народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Итогом первого этапа Кындыкан станет фотовыставка. Также сейчас готовится запуск сайта проекта. Путешественники-коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев прибыли в Якутск. Напомним, в начале марта экстремалы двинулись верхом из Аймикона до Лондона, но в ходе путешествия планы коневодов поменялись. Подробнее об этом расскажет Алексей Лукьяненко. Он сейчас на месте встречи наших путешественников. Алексей, приветствую. Как дела у наших путешественников? Здравствуй, Саргалана. Мы сейчас находимся на ипподроме Якутска. У коневодов настроение веселое. Как известно, ребята выехали 5 марта из Аймиконского района. В целом до Якутска они добирались, можно сказать, практически месяц. То есть довольно-таки долгий путь. Как известно, ребятам предстоит еще длинный путь. Они планируют добраться до Европы. Вот, в целом на это они планируют потратить порядка 2 лет. Представляете, насколько это долго. Также известно о том, что целью поездки, одной из целей поездки является то, что ребята хотят доказать всем, что якутские лошади наши, они действительно сильные и выносливые. И вот рядом с нами сейчас находится один из коневодов-экстремалов, Мичил. Здравствуй, Мичил. Расскажи, такой длинный путь, месяц, вам еще предстоит довольно-таки долгий путь. Не передумали ли вы? То есть как было тяжело, как прошла поездка? Ну, в первое время, конечно, лошади привыкали к автотранспорту, встречному, попутному. А так, в целом, все нормально. Холод минус 48 был. И лошади, как и мы сами, перенесли очень все нормально. Ага. Скажите, когда снова отправляетесь дальше? Мы здесь в Якутске будем порядка месяца. Надо решить очень много организационных вопросов, в том числе подковать лошадей. Ну, изначально думали, что подковы для наших якутских лошадей не требуется, но, как показала практика, немного износились у нас. Ага, спасибо, Мичил. И также пройдем дальше. У нас здесь находится еще один коневод-экстремал. Дело в том, что их двое. Это Дугуйдан. Здравствуй, Дугуйдан. Расскажи о цели вашей поездки. Я знаю о том, что вы хотите доказать, что якутские лошади, они самые сильные и выносливые. То есть еще какие-то цели вы преследуете? Да, ну, у нас очень много целей. Мы поездку посвящаем столетию автономии Республики Саха-Якутия.
Еще цель у нас по боевым местам якутских лошадей есть. Ну, много у нас целей. Ну, одна из этих вот по боевым местам якутских лошадей. А скажи в целом, как настрой боевой? Да, боевой. Мы намерены доехать до Европы. Ага, спасибо, Дугуйдан. Ну, также хотелось бы отметить, что до Европы я бы, конечно, в коем случае не согласился поехать. Это слишком долго и сложно, но, думаю, метров на 10 меня бы хватило. Так что сейчас я попробую себя проверить в качестве, скажем так, наездника. Ну что ж, на этом, Саргалан, у меня все. Но я попробую прокатиться. Ага. Что ж, Алексей не Алексей, если не попробует во время включения что-то новенькое. Ну а я присоединюсь к пожеланиям. Удачи, Мичил, удачи, Дугуйдан. И также напомню водителям, что при встрече всадников на дороге необходимо быть осторожным, не сигнальте лошадям, чтобы они не испугались и чтобы не спровоцировать опасных ситуаций. Ну а мы продолжаем. Интересным и по-настоящему самобытным лайфхаком поделился пользователь ТикТока егерь Андрей Бурлаков. Так мужчина рассказал, как можно уберечь глаза от весеннего солнца в тайге. Для этого он использовал кору березы и нож, соорудив своеобразные солнечные очки. Канал Андрея насчитывает более 5000 подписчиков, с которыми он часто делится полезными советами для выживания в тайге и особенностями местной рыбалки и охоты. Покажу лайфхак, как не ослепнуть в весеннем солнце в тайге зимой. Для этого нам понадобится нож и береза, вернее ее кора. Делаем такую полоску шириной примерно 3 см, длиной сантиметров 20. Далее ножом нужно вырезать узкую полосу. Теперь любое солнце вам не страшно, но вы выглядите странно, зато глаза сохранены. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. А тем временем в сети Инстаграм распространилось просто милое видео, на котором очевидцы запечатлели трудности жизни многодетной матери. В объектив камеры попало медвежье семейство, самка и 4 детенышей, переходящие дорогу. При этом малыши заставили медведицу изрядно понервничать. Впрочем, что говорить, ох уж эти дети. В продолжение медвежьей темы в сибирском зоопарке Иркутска приютили 3 осиротевших медвежат. Им всего несколько месяцев, где их мама неизвестна. Сотрудники зоопарка не стали давать детенышам имена, чтобы не привязаться. Когда малыши окрепнут, их выпустят в тайгу. Все-таки зоопарк не лучшее место для грозного хищника. Жительница Курильского острова Парамушир путешествует в компании своих верных друзей. Вместе с собаками породы хаски Елена Котенко покоряет Северные Курилы. Уже не первый год и рассказывает об этом в Инстаграм-блоге. В копилке семьи уже есть восхождение на мыс Левашова, вулкан Эбека, походы к реке Северянки и поездка на лодке по Второму Курильскому проливу. Вне путешествий большую часть времени хаски проводят на балконе квартиры, где для них оборудована будка и помост, откуда собаки наблюдают за уличной жизнью. Интересный эксперимент провели в Якутске сотрудники ледового городка. Может ли лед разжечь огонь? На территории парка находится уникальная ледовая скульптура «Дитя Севера с лупой в руках». Яркое весеннее солнце и кристальный лед сделали свое дело. И в самом центре ледового парка разожгли настоящий огонь. В
Впрочем, неудивительно, что эксперимент удался. Сегодня в Якутске по-весеннему солнечно, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, температура воздуха -1 +1. На завтра практически без изменений, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, температура воздуха днем составит 0 +2 градусов. На территории республики же местами небольшой кратковременный снег, поземки при порывистом ветре до 9-14 метров в секунду. При этом температура на юге региона составит -3 +2 градуса, местами -3, -8. 2 апреля на северо-западе ночью столбик термометра опустится до -38 градусов, днем до -13. На северо-западе -18, -23 градусов. Это были самые весенние новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи!